Многим известно, что это местечко в Сыктывкаре называется Париж. Сегодня мы решили узнать, как и когда такое необычное название появилось в глубокой российской провинции. Как известно, Отечественная война с французами длилась 3 года – с 1812 по 1814. Самое крупное сражение за войну состоялось на Бородинском поле 7 сентября 1812 года. И несмотря на то, что кровопролитный бой не принес победу русской армии, именно он предопределил исход войны и приостановил движение французов к Москве. Усть-Сысольск, конечно, находился довольно далеко от боевых действий, но тоже по-своему участвовал в войне с Наполеоном. На защиту Отечества в Коми-крае собирались рекруты, созывались добровольцы. Всего из Усть-Сысольского уезда было набрано примерно 500 рекрутов и чуть больше 100 человек-ополченцев. В первую очередь в ополченцы брали метких охотников, которые попадали белке в глаз. Было даже доложено влиятельным лицам Петербурга, чтобы солдат из Коми не направлять в рукопашный бой, а использовать именно как снайперов. Рекруты из Коми приняли участие в том числе и в знаменитой Бородинской битве. Ополченцы в основном воевали в районе Полоцка в составе петербургской дружины графа Витгенштейна. Потом прошли с боями от Полоцка до Данцига. В том числе надо заметить, что среди охотников был и 14-летний мальчик из Занурья Василий Ведов. Ополченцы шли на войну со своими ружьями, в своей одежде. Им выдавался картуз, где была металлическая, вернее, медный крест за веру и царя. И вот в таком вот виде они отстреливали французов, будучи снайперами. В боях за Полоцк, где были задействованы наши коммератники, в плен попало примерно 6 тысяч французов. Военнопленных направляли в тыл, в различные отдаленные губернии российского государства. В январе 1814 года в Вологду прибыла большая колонна французских военнопленных. Примерно 1000 солдат и офицеров. Конечно, такое количество человек в Вологде содержать было невозможно, поэтому их решили распределить по уездам Вологодской губернии. Великоустюжский, Сольвычегодский и, конечно, Усть-Сысольский. Шли они примерно 30 верст в сутки, ночевали где попало, может быть, даже и под открытым небом, если не достигали деревни. Но если достигали, то 100 человек размещались в каких-нибудь там сараях, амбарах, я не знаю, там, может быть, кто-то и принимал их тоже на постой, но никто не обязывал крестьянина принимать на постой, тем более чужеземцев, которые только-только сожгли Москву и так далее, и в их представлении являлись просто безбожниками и врагами Отечества. О приезде военнопленных городничего Усть-Сысольска Николая Самарина поставили в известность заранее. Уже в середине января он занимался приготовлениями к приему военнопленных французов. Так как у Николая Самарина не было в распоряжении нужного количества полушубков для военнопленных, он решил обратиться к усть-сысольцам. Усть-сысольцы, надо сказать, несмотря на то, что военнопленные – это, в общем-то, враги, да, собрали полушубки, собрали шинели и, в общем-то, смогли одеть военнопленных французов. 11 февраля 1814 года колонна с французами прибыла в Усть-Сысольск. На северной окраине города, около реки Сысолы, в то время стояли только 2 барака. Именно там и разместили военнопленных. Доподлинно неизвестно, где находились бараки, в которых размещались военнопленные французы, но условно можно назвать следующую территорию. Вот здесь вот мы видим дальше внизу овраг, и по берегу реки Сысолы вниз как раз и будет вот местечко, условное местечко Париж. Не сохранилось никаких документов, в которых бы точно указывалось, что вот на этом месте именно были бараки. И поэтому, исходя из этого, вот такая условная топография этого места. Но в рапорте городничего Николая Самарина упоминается, что бараки были расположены на берегу реки Сысолы. На дворе было минус 30, поэтому у многих французов были обморожены пальцы. Чтобы решить эту проблему, при казармах построили лазарет, в котором обеспечивали медицинское обслуживание для военнопленных. Кроме того, согласно распоряжениям местных и губернских властей, каждый пленный французский унтер-офицер получал довольствие 50 копеек в день. Солдаты по 15 копеек. Так как нужно отдельно каждому адресно раздать по 15 копеек, в таком количестве мелочи у нас в казначействе не было. И это явилось еще одной проблемой для Николая Самарина. Ему нужно было где-то разменять деньги.
Для этого он обратился к вологодскому губернатору, и вологодский губернатор в течение 2 недель решал эту проблему. В начале 1814 года в маленьком провинциальном Усть-Сысольске, в котором проживало около 2000 человек, появились сразу 100 пленных французов. Это были первые иностранцы, появившиеся в Коми-крае в таком количестве. Француз – определение достаточно условное. Среди военнопленных были представители буквально всех стран Европы – немцы, испанцы, португальцы, итальянцы. Однако память о них сохранилась как о французах. Зазвучала французская речь, соответственно, усть-сысольские барышни наверняка прислушивались к разговорам французам. Они получили как бы своеобразную популярность в здешней среде. Здесь невиданное событие. Такой маленький зырянский городок получил такую целую толпу чужеземцев прямо из Европы. Французы, безусловно, вызывали среди усть-сысольцев живой интерес. Они не воспринимали пленных как врагов. Для местного населения они являлись представителями Европы, носителями передовой культуры. Жители воспринимали пленных как эталон, копировали их речь, перенимали обычаи. Высший свет Усть-Сысольска нанимал их в качестве учителей, не задумываясь при этом, что они вовсе не ученые, а малообразованные солдаты. И могли ли кого-то научить малограмотные вояки – большой вопрос. Есть упоминание о том, что некоторые военнопленные обучали французскому языку. Наиболее состоятельные семьи города Усть-Сысольска – это в основном чиновничество. Эти упоминания встречаются в автобиографической повести Александры Осиповны Ишимовой. В частности, она отмечает, что в разговоре усть-сысольцев по-прежнему можно встретить некоторые французские слова. Причем вот эти словечки французские, они не столько похожи на французский язык, сколько на исковерканный русский. Если в провинции французский язык вызывал к себе всплеск необычайно большого интереса, то в дворянских кругах столичной России пошла обратная тенденция. Войну 12 года, как бы это странно не показалось, но она толкнула после окончания, после войны, да, она так подняла патриотические силы, что проснулся интерес к своему языку среди дворян. Если до войны 12 года русское дворянство не говорило на русском языке, что-то, может быть, читала там господина Пушкина, там Карамзина, то весь свет говорил на французском. Чем занимались военнопленные, сказать достаточно сложно. До нашего времени сохранились лишь документы, в которых говорится, чем могут заниматься прибывшие иностранцы. Есть документ, в котором говорится о том, что военнопленные могут наниматься в качестве ремесленников в усть-сысольские семьи. При этом житель Усть-Сысольска должен был брать его на собственное обеспечение, должен был обеспечить и едой, и одеждой, платить в казначейство по 1-2 рубля за то, что вот он использует труд французского военнопленного. Меня, кстати, тоже всегда удивляет, но это было 2 барака здесь построено, в которых они жили, в которых они в одном занимались кожевенным делом. Это приехали, кто они были-то? Ремесленники, там лавочники, еще кто-то. Если наши мужички шили сапоги, разнашивали их ногами, и более, люди с другим размером натягивали, разнашивали, там подмастерья разнашивали, и сапог принимал форму ноги, то французы после войны 12 года принесли колодку, по которой шили. И шили уже в размере, и шили уже как современный ботинок, то есть они уже шили с учетом изгиба стопы. Исторический факт того, что во время Отечественной войны 1812 года в Усть-Сысольске были размещены французы, был интересен прежде всего историкам и краеведам. Этой зимой оказалось, что интерес проявили и писатели. В музыкально-драматическом театре состоялась премьера спектакля «Кан-Кан. Сысольский кот» по пьесе писателя и исследователя старины Сергея Журавлева. 2 вещи послужили написанию пьесы. Конверт, на котором еще совсем недавно, в 60-е годы, писали город Сыктывкар, местечко Париж. Не было улиц, было местечко Париж. А второе, когда приезжали французы на фестиваль, на чеховский фестиваль, то, разговаривая с ними, немножко рассказывая, как мы связаны с Францией, я там пообещал, что напишу им интересную пьесу про у нас. Они сказали, что как жаль, что ничего про это прочитать нельзя. У нас про это не пишут. Я говорю, я напишу пьесу, вы еще и сыграете. По сюжету 2 военнопленных француза
волею судьбы попадают в Усть-Сысольск. Время проживания в северном городке было недолгим, но изменило всю жизнь этих французов, очень разных по характеру. Анри де Лакруа, обедневший дворянин, носитель имперской идеи Наполеона, и его друг Мишель Канье, регулярно выдающий себя за дворянина, но постоянно попадающие в различные переделки, знакомятся с двумя местными девушками. И начинается любовная история. Получился яркий водевиль о любви коми девушек и пленных французов. О недолгом пребывании иностранцев в Усть-Сысольске сохранились весьма скудные данные. Пленных никто не контролировал. Они могли делать все, что угодно. Но был единственный запрет – нельзя было уходить из города до конца войны. Впрочем, это никто не отслеживал. Иностранным солдатам и в голову не приходило бежать самостоятельно из глубинки России. Да и жилось им неплохо. Война закончилась. Иностранным военнопленным разрешили принять гражданство и остаться. Они могли наниматься на работу и получать жалование. Но в Сыктывкаре никто из французов остаться не захотел. Здесь не остался ни один француз. Но по России таких случаев была масса. Большая часть французов, например, в Москве, изъявила желание остаться в России. И даже спустя десятилетия здесь проживало несколько тысяч французов. Французы в Усть-Сысольске прожили всего несколько месяцев. По легендам местных жителей, в маленьком уездном городке после отъезда иностранцев на свет появились потомки военнопленных. Подтвердить или опровергнуть данный факт довольно сложно. Ведь по записям в метрических книгах XIX века все малыши, которые родились в тот период, являются законорожденными и имеют обоих родителей. Казалось бы, вопрос исчерпан, искать в Сыктывкаре потомков пленных французов бесполезно. Но вот какую семейную тайну поведала одна женщина девушке Маше из села Гам. В преддверии XX века люди верили в конец света. И чтобы предотвратить апокалипсис, гамские крестьяне сошлись в церкви и собрали 1200 рублей, чтобы отправить паломника в Соловецкий монастырь, 17-летнюю девушку Машу. И она июньским днем села на пароход, который шел сначала до Котласа, а потом до Архангельска. На пароходе девушка познакомилась с пожилой женщиной Марией из Усть-Сысольска. В пути они сильно подружились. Приехав в Соловецкий монастырь, женщины отстояли все службы. И через неделю сели на тот же пароход, чтобы вернуться домой, на Коми-землю. Но на реке поднялась большая волна, и пожилой Марии стало плохо. Старушка поняла, что умирает. И именно тогда она решила открыть тайну всей своей жизни. Оказывается, отцом Марии был французский военнопленный Пьер Дюбуа, которого в XIX веке привезли в Усть-Сысольск. Во время Московского пожара 1812 года молодой французский солдат на пепелище нашел драгоценные камни. Уже в ссылке он познакомился с молодой служанкой. От Пьера Дюбуа у коми-девушки родилась дочь. Именно ей, тогда еще девочке Маше, и достались бриллианты. Она носила на груди в мешочке 2 бриллианта. И вот эту историю рассказав, она младшей Маше и говорит: за эту поездку ты стала мне как дочь, поэтому я тебе подарю эти бриллианты. Маша вернулась в Гам и все рассказала своему отцу. На семейном совете они решили не продавать драгоценные камни. Существует мнение, что название местечка Париж в столице Коми возникло как раз во время проживания здесь пленных французов. Но по данным работников Национального музея, Парижем пригород Усть-Сысольска стал именоваться только в начале XX века. До этого он назывался Французской Слободой. Возникает вопрос, почему спустя столько лет? Это еще одна загадка. Таких загадок во французском деле Сыктывкара немало. Есть предположение, что в названии кроется ирония. Местечко, названное Парижем, не отличалось в то время чистотой и представляло огромную свалку. Кстати, других французских названий в топонимике нынешней столицы Коми не сохранилось.